Здравствуйте, городская спасательная служба. Хотим провести вам краткий инструктаж в связи с приближающимся высоким уровнем воды. К жителям Заречья накануне паводка спасатели приходят регулярно. И хотя местные отлично знают, как нужно готовиться к большой воде, лишним вниманием не пренебрегают. Создать необходимый запас еды, медикаментов и питьевой воды, не рисковать понапрасну и при первой необходимости звонить 112. В случае сильного подтопления быть готовыми к эвакуации. Галина Мамаева видела не один паводок. Говорит, особого беспокойства не испытывает и этой весной. Тем более, что до порога ее квартиры вода еще не добиралась. А как преодолевать водную преграду на лестничной площадке, она уже знает. В дом-то не приходила, конечно, в смысле, внутри здесь не было. А так вот постелили доски до мостов, и вот по этим доскам ходили в нагибку, потому что двери-то в воде были. А как, в броднях, что ли, ходите, или как? Нет, потом у нас мосты-то эти вот плавучие, они же всплывают. Плавучие мостки – особенность заречных поселков. Они сделаны из бревен и сконструированы так, что сами поднимаются под давлением воды, позволяя жителям довольно свободно по ним передвигаться. Сейчас, к слову, коммунальщики заняты ремонтом пешеходных дорожек. Старые прогнившие разбирают, стелют новые. В местном магазине к паводку пока не готовятся. Говорят, есть еще время на завоз продуктов. Но беспокоятся, пока непонятно, как будут подвозить хлеб и молоко. Их ведь впрок не закупишь. В столичном управлении ГО/ЧС успокаивают, голодными жители заречных поселков точно не останутся. Пока что по ближайшему прогнозу понтонный мост будет находиться в нормальном состоянии. И мы эту ситуацию контролируем, естественно, с хозяинами магазинов, естественно, мы взаимодействуем. В случае ухудшения обстановки фактически это день-два завозка продуктов. Поэтому тут опасений каких-то мы не видим. Нами будет осуществлен в течение отрезаемого периода завоз продуктов, как это делали мы всегда. Значит, это продукты скоропортящиеся, это в первую очередь молоко, хлеб. Поквартирный обход тем временем продолжится. В следующий раз спасатели наведаются в Заречье в эти выходные. К слову, в столице уже определили места под пункты временного проживания граждан. Впрочем, как показывает опыт предыдущих лет, услугами таких центров пользуются единицы. Многие предпочитают переживать паводок в своих, пусть и подтопленных домах, чтобы не оставлять, так сказать, без охраны. Светлана Некрасова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.